Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какие хорошие и добрые события у вас уже на пороге? На пороге это значит в течение следующих 70 дней. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну ничего себе. Смотрите, здесь люди разошлись, а здесь люди сошлись. Да, ну надо же. Ну, начнем с корня рисунка. В корне рисунка у меня здесь какая-то звездочка загорается. Вот как будто бы такая огромная гора каких-то проблем, бед, неприятностей. И над этой горой загорается звездочка. Звездочка надежды, звездочка возможностей. Это не значит, что в ближайшие 7-10 дней все прям рассосется, разрулится. Нет, этого не будет. Все-таки не в сказке живем. Но надежда на то, что вы со всем этим справитесь и будет хороший, позитивный, успешный результат, вот она у вас прям на горизонте. Надежда. Это не пустое слово, да, это все-таки то, что дает нам стимул идти дальше, да, не падать под грудом этих проблем. Да, это наша вера, это наше будущее. То есть у вас эта звездочка загорится. Загорится она после какой-то встречи, ну, либо личная встреча, либо в формате интернета, телефона. Да, вот кто-то вам скажет, что все, вытирай слезы, да, все получится. Есть ходы-выходы, разберемся, помогу. Я для тебя сделаю, да, либо там вместе сделаем. Там нашлись связи, нашлись знакомства. То есть как бы надежда есть, да, она вот она. Передаю тебе из рук в руки. На самом деле для вас это очень позитивный момент будет. Я вижу, что сейчас вы в каком-то разбитом состоянии, либо в нервозном состоянии. Ну понятно, да, вот такая обреченность идет, что вот ситуация сложная, либо проблем много, я не могу с этим справиться. Вот ни одной веревочки, зацепочки нету. То есть как будто бы, ну представьте, в пропасть человек так медленно-медленно скатывается. Даже не падает, а скатывается. Он понимает, что он все равно там пропасть, камни, беда, горюшка, разобьюсь, но ничего сделать не может. Это ваше состояние в сегодняшнем дне. Буквально вот в самое ближайшее время идет встреча, либо, ну вот опять же, разговор, который даст вам позитивчик, да, и вы прям воспрянете духом, простите. Вот, а звездочка загорится. Следующий момент. Здесь 3 человека. 3 таких толстеньких, упитанных человека. То есть люди веселые, люди хорошие, добрые по отношению к вам. Они у вас на пороге. Возможно, это ваши подруги, возможно, это ваши родственники. Они вас будут веселить, они вас будут тормошить, может быть, чем-то угощать, куда-то вас звать. В общем, для них очень важно, чтобы вы вышли из этого состояния хандры, чтобы вы немножечко прям в себя пришли, не знаю, чтобы улыбка у вас на губах появилась. То есть буду делать все, на что они способны, на что хватит фантазии для того, чтобы вы пришли в себя и начали улыбаться. Очень приятные люди на самом деле, очень приятные. Цените этих людей, они вас действительно любят и очень за вас переживают. Вот что могут, то и делают, понимаете? Вот на пределе возможного, а кто-то уже даже за пределом возможного будет. Вот такие веселые товарищи, хорошие родственники. С левой стороны вам постоянно кто-то камнем по голове бил. Вы, простите, но прям четко показали, да, какой-то человек, похож на женщину, с какой-то такой фигурой необычной. Какие-то изъяны в этой фигуре есть. Но опять же, вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Но человек постоянно вам камнем по голове бил. С надеждой, да, все-таки пробить вам голову.
не знаю, там, плохая начальница, больная соседка, причем больная на голову, может быть, какая-то бывшая соперница, не знаю, свекровь, либо там заловка противная, да, вот кто-то постоянно вам наносил эту травму. И прям по голове, понимаете, каждый раз по голове. Девочки, вот этот камень, он как отскочит от вашей головы, как ударит ее прямо, не знаю, там, в лицо, в глаз, не знаю, в нос, куда-то вот ей попадет. Знаете, какая-то обратка пойдет. Обратка, причем не от вас, то есть я не вижу, чтобы вы что-то делали. Вы, наоборот, как-то стоите пассивно, не сопротивляетесь, а от высших сил. От высших сил, понимаете, вот высшие силы запускают обратку этой женщине. И то, что ее ждет, но оно такое, знаете, ну действительно как травма какая-то у нее произойдет. Ну, может быть, и не камнем, да, может быть, там чем-то другим, но вот как-то сильно она травмируется. И прям туда на больничку, там дома сидеть, здоровьем своим заниматься, и она от вас отстанет. Такая информация вышла. То есть прекратит вас бить этим камнем. Ну, тоже, видите, высшие силы не выдерживают, прям такую молнию направляют на эту женщину, чтобы с ней разобраться, да, чтобы она от вас отстала, оставила вас в покое. Так, еще. Какая-то хищная птица. Хищная птица. Но это не новость, нет. Это какой-то человек, может быть, с птичьим таким лицом, либо с птичьим именем, птичьей фамилией. Человек, который намеревался, либо уже даже как-то практиковал какой-то обман в вашу сторону. Обман, хитрость, подлость, лукавство. Здесь идет ситуация, как кто-то его поймает на горячем, либо ее поймает на горячем. Возможно, вы, возможно, кто-то другой. Да? Но вот это станет известно, что человек обманщик, что человек плут, что человек занимается какими-то аферами. Вот. И у вас сразу вот как отрывается эта ситуация, прекращается в вашей жизни. И тем самым вы сможете сохранить свои средства, свои, например, там, запасы, свои нервы, да, сможете что-то сохранить. Вот вскроется информация, что человек вот такой нечестный, нехороший обманщик. Так, следующий момент. Здесь у меня двое очень сильно поругались, друг на друга обиделись, не общаются, хотя друг друга очень любят сильно. Страдают оба. И вы страдаете, и этот человек страдает. Смотрите, вас кто-то будет мирить. Прям мирить. Появляется третий, который вас мирит, который вот какую-то даже разъяснительную работу ведет и говорит: ну как же так? Вы тратите драгоценное время. Зачем вы там ссоритесь, обижаетесь? Ну договоритесь, да, вы же любите друг друга. И вы знаете, этот человек вас помирит. Помирит, и сначала, ну, как, без особого желания, либо с таким видом, что им особо не хочется. Но тем не менее вы помиритесь. Вы помиритесь, и вы знаете, не могу сказать, что прям все забудете, но вспоминать об этом инциденте, конфликте вы точно не будете. Это очень хороший знак. Так, здесь у меня женщина что-то находит, либо, знаете, как находка приобретения, либо вы действительно что-то найдете, какую-то вещичку, либо штучку интересную, либо приобретете что-то прям такое по бросовой цене, очень нужное, важное, интересное. Прям очень-очень будете довольны. У вас как будто бы ножки сами вот отведут, где эта вещь находится, либо продается. Да, потом будете об этом думать, анализировать, так и не поймете, что это было, да, вот как я на эту вещь попала, да, как я пришла туда, где эта вещь лежала, либо продавалась. Как находка такая хорошая идет. Так. Здесь что-то отменяется. Для вас что-то неприятное отменяется. Вы все разные, не могу сказать конкретно, что это. Но это что-то для вас прям такое тяжелое, переживательное и нежелательное. Вот оно отменяется для вас. Отменяется, вы прям в ладоши хлопаете, говорите: как хорошо, ой, как хорошо. Прям на душе легче вам станет, когда эта штука отменится. Так, какие-то билеты мне вышли.
билеты. Кто-то, возможно, билеты ищет, хочет купить, может быть, даже поменять. Какая-то операция с билетами. Вот. И здесь такой еще квест. Вы переживаете очень сильно. Ну, понятно, если вам надо ехать, а билетов нет, это, конечно, страшно. Либо, например, если вы купили билеты, но поездка там переносится, что-то где-то меняется, да, вы хотите их назад сдать, а, например, их не хотят принимать. Вот вопрос по билетам полностью решится. Причем решится в правой стороне очень благополучно для вас. Здесь у меня два человека целуются, и у женщины и у мужчины как будто бы от этого поцелуя за спиной вырастают крылья. Но меня немножечко смущает этот рисунок, потому что все-таки очень похоже на какой-то, ну, то ли треугольник, то ли четырехугольник. Потому что есть какие-то лишние персонажи здесь. Но опять же, персонажи, которые отвернутые. То есть, возможно, вы в отношениях, но отношения не приносят радости. И тут вы, ну, грубо говоря, да, в адюльтерчик пошли. И вот оно счастье, вот оно ощущение любви, бабочек в животе и крылышков за спиной. И также у вашего партнера выходит. Да, поэтому очень похоже на четырехугольник. Хотя может быть и треугольник. Либо, например, это может быть и союз, но при этом есть какие-то, может быть, тяжелые воспоминания из прошлого. То есть вы помните свои плохие тяжелые отношения, и вы вот боялись, да, что ничего хорошего в новых меня отношениях не ждет. И также человек мог опасаться. И тут вы целуетесь, и вот в моменте этого поцелуя вы понимаете: боже, как я счастлив, как я счастлива. Это совершенно другие отношения, это совершенно другие ощущения, да, потому что все-таки крылья вырастают. Прекрасно. Слушайте, как бы это ни было, за любовь себя не ругайте. И если вам приятно с человеком, наслаждайтесь этим моментом и старайтесь его реализовать. Так, немножко вам подсказочка. Так, здесь вас кто-то разгружает. Как будто бы вы, я не знаю, просто на четвереньках ползете, у вас там на спине целый какой-то багаж, груз. И здесь вот такой добрый человек длинными руками снимает с вас потихонечку вот то, что вы на себе тащили. С правой стороны человек вышел, возможно, ваш родственник, возможно, хороший друг, либо даже кто-то из самых близких людей. Да, видя, как вам тяжело, человечек вот прям даже, возможно, без вашего там разрешения, но вот начнет на себя перетягивать часть ваших забот, часть ваших дел. То есть вам облегчая жизнь, чтобы вы могли встать, выйти, вернее, из этой позы, встать на ноги, и чтобы полегче было, да, чтобы у вас была хотя бы разгрузка и время для себя, да, для каких-то более ваших да, дел. Это будет очень приятно. Тем более я вижу, что вы не ждете помощи, никого не просите. Этот человек проявит инициативу, и вот видите, вас немножечко разгрузит. Так, левая сторона. Левая сторона. Смотрите, кто водит автомобиль, либо кто пользуется на постоянной основе каким-то транспортом. Здесь какой-то неприятный момент. Могут остановить, проверить документы. Может быть пробка, может быть там, вы не успели на автобус, да, вы не успели там, на трамвай. Да, все в жизни бывает. Вы как будто бы куда-то опаздываете и думаете: все, я опоздала, да, это проблема, большая проблема. Но вот это опоздание на самом деле для вас благо. Смотрите, да, бывают люди куда-то спешат, могут попасть, там, не дай бог, в аварию. Либо вы сядете в вагон, там, либо в автобус, где есть вор-карманник, да, который может у вас там что-то вытащить. А вы вот не сядете в этот транспорт, да, либо вы не поедете в то место, где вот будет авария. То есть вам это опоздание, вам эта заминка, задержка, как будто бы благо несет. Поэтому, мои хорошие, не нервничаем, относимся с благодарностью ко всем моментам, которые происходят в нашей жизни. Да, лучше опоздать, чем потом разгребать всякие неприятности. Понимаете, о чем речь идет? Такой момент. Вы это поймете, но через время. То есть
вы опоздали, вы нервничаете, да, вы стоите в пробке, нервничаете, либо вы там ждете следующий автобус, нервничаете, а потом вы узнаете, что там что-то произошло. Да, и вы думаете, фу, слава Богу, вот хорошо, что я опоздала, да. Вот если бы я была там. Страшно, да. Вот как-то так идет. Так, идем к венцу. В венце у меня просто шикарный рисунок. Здесь, смотрите, мужчина такой весь бравый, здоровый, красивый, в расцвете сил, да, мужской энергетики. Для женщины, смотрите, буква «Р» огромная, несет большую-большую радость. Эта большая радость будет заключаться в каком-то подарке, либо в какой-то помощи. Может быть, там денежную сумму вам выделят. Вот так выдаст вам наличные и скажет: иди и ни в чем себе не отказывай. Либо у вас действительно какая-то проблема, ну, допустим, надо что-то где-то оплатить, заплатить, и этот мужчина вам дает деньги, помогает. Смотрите, ну вы все разные. У кого-то муж, у кого-то любимый, у кого-то горячо влюбленный в вас человек, а у кого-то человек, который вот именно проникся вами, вашей ситуацией, хочет вам помочь. То есть от мужчины, красивого мужчины, здорового мужчины, харизматичного мужчины идет большая буква «Р», большая радость. А вы прям, ой, ну просто парите над землей, да? Но так приятно, что этот мужчина вас так порадовал. Особенно отыграются девочек, которых мужчины в принципе не радовали за всю вашу жизнь. Поэтому, мои хорошие, ждите от мужчины большой-большой радости. Что бы это ни было, деньги, подарки, какие-то действия, поступки, но вот прям порадует мужчина. Мужчина радует женщину. Если меня смотрят мужчины, ну что сказать, вы порадуете женщину и получите от этого сами большую-большую радость. Вот так идет. Счастливые люди, и это очень-очень приятно. Приятно, что именно на мою отсыпку приходят такие прекрасные зрители, которым улыбается судьба, у которых хоть и трудная жизнь, но она прям такая с просветами, и просветы, они все больше и больше выходят в песке, и я вижу, как меняется ваша жизнь, меняется к лучшему. За это я благодарна судьбе. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.